Еснагь сҟалоит, сара сыԥсӡом бзанҵы, адгьылаҿ аԥсшәа бжьы ссиргон аӡы, адунеиаҿ Аԥсны аӡбахә рҳәон аӡы, аԥсуа ихаҭа ихьӡ ҳаҭырла ибон аӡы. Автором этого стихотворения является ученый, экономист, профессор, академик Олег Багратович Шамба. Эти строки, можно сказать, являются эпиграфом его жизни. Проректор по науке Абхазского государственного университета, заведующий кафедрой бухучета и аудита на экономическом факультете, общественный деятель Олег Багратович Шамба в связи с 70-летием награжден орденом Ахзапша второй степени. Олег Багратович Шамба родился в 1938 году в городе Сухум. Выпускник Абхазской 10-й средней школы. Окончил Московский инженерно-экономический институт. Здесь же он защитил кандидатскую диссертацию. В разное время работал в Сухумском физико-техническом институте, в Министерстве сельского хозяйства, в проектном институте, в Госагропроме. Олег Шамба является академиком Российской академии инвестиций и строительства, почетным академиком строительного комплекса Российской Федерации, академиком Международной академии научно-педагогического образования МАН-ПО. Профессор Абхазского государственного университета Олег Багратович Шамба является руководителем рабочей комиссии по экономике и предпринимательству Общественной палаты Республики Абхазия. Женат, имеет 2 дочерей. Олег Багратович, нам известно, что у вас свыше 200 научных публикаций, в том числе 70 монографий, книг, брошюр, учебных пособий. Не могли бы кратко дать характеристику этих работ? Да, действительно, работ много, но не всегда количество переходит в качество. И потом, когда вы мне говорите кратко рассказать о моих работах, они разноплановые по экономике, организации, управлению, производством. Это связано с социальными планами развития. Много у меня по фольклору, переводной литературы, много справочной литературы. Поэтому рассказать сейчас кратко, основные, может сказать, на абхазском вышли пути повышения эффективности капитальных вложений в сельском строительстве Абхазии. Об эффективности использования основных фондов на примере Республики Абхазия вышло. Затем, в связи с переходом к рыночной экономике я попытался написать... А эти книги еще до войны? Это да, это до войны. 1972 году. Это довоенный период. Я начинаю со своей трудовой деятельности, какие основные работы мною написаны. Потом, в конце 91 года я как раз написал книгу «Что надо знать предпринимателю и хозяйственнику». Она большим тиражом, 10 тысяч штук была, выпущена, востребована. Сейчас стоит вопрос о переиздании этой работы. 1991 да. году. Основные фонды и хозрасчет. Вопросы нормирования основных фондов с применением метода корреляции. На примере республики, которые заинтересовались во всесоюзной прессе. Ряд моих методологических принципов было внедрено в ряде республик союзных. Это основные фонды и хозрасчет. После этого мне пригласили в стройиздатие, агропромиздатие написать книгу именно по эффективности использования основных фондов. В Москве она вышла, в стройиздатие и агропромиздатие. Эффективность использования основных межколхозных, межхозяйственных фондов. Написана эта работа на примере всех тогда 15 союзных республик. Тоже большим тиражом вышло. А в каком году? Это было выпущено в 1986 году. Эта книга, ее выводы и предложения были в ряде союзных республик внедрены. Во всесоюзной печати таких
крупных журналах, как «Экономика», «Строительство», «Экономика», положительные отзывы крупных специалистов было. Я докладывал о нормировании основных фондов на всесоюзных тогда научно-практических конференциях. Передовые методы в строительстве очень много было уделено. Но я все-таки старался не отходить от насущных проблем нашей республики. Вот. И я думаю, что мы, царство ему небесное, спокойным Фейсбо, деканом, написали учебное пособие и учебник по национальной экономике. Следует отметить, что эта работа тогда была написана впервые на постсоветском пространстве. Вот. Учебник этот, видимо, мы планировали бедным с Фейсбо его переиздать, но вот с его смертью было связано, значит, работа так и осталась. Ну, вот это вот книжки. Ну, затем, значит, было ряд у меня научно-исследовательских работ, которые я объединил и свел это в книжку «Основы переходной экономики», написан на конкретном материале насущные проблемы Республики Абхазия. Сейчас готовится второе издание «Проблемы и дилеммы рыночной экономики». Практически готова она к изданию. У меня есть ряд положительных отзывов. Если я смогу, значит, быстро надо будет издать. Я бы хотел еще отметить, когда вы сказали кратко, я хотел бы ответить, что недавно, вот буквально в прошлом году, вышла «Современная экономика». С большим тиражом она вышла. «Современная экономика» – это справочник необходимых знаний, и актуальность этой работы заключается в том, что одним предложением дается расшифровка любого термина рыночной экономики. Она рассчитана на широкий круг специалистов, начиная от студентов. В Москве, да, она издана. Вот. В Москве также издана книга «Цены и ценообразование». На такую тему очень мало пишут ученые. Вы знаете, у нас в Абхазии оптовые, розничные цены вот апеллируют, но в условиях рыночной экономики их свыше 50 видов цен. И мы этот инструмент не применяем. И мне бы хотелось бы рекомендовать, чтобы любой предприниматель, любой экономист с основами ценообразования познакомился. Олег Багратович, вот в Москве я слышу, да, что очень много книг у вас в Москве были изданы, а издать в Москве это не так легко, а как, кто помогает? Ну, как кто помогает? На энтузиазме рожденной Октябрьской революции. Что помогает? Значит, помогают друзья, родные мне помогают, вот, дети мои в издании книг. Потом есть у нас общественный фонд науки, там, значит, мы издаем. Здесь, в частности, приняло участие Академия инвестиций и экономики. Я часть тиражей в Москву направил. Там, значит, различные способы находим. Вот цены и ценообразование. Вот. Но когда мы говорим о рыночной экономике, конечно же, я считаю, что одним из основных моих трудов вот было написано под эгидой Абхазского государственного университета «От плана к рынку. Пути стабилизации экономики республики и ее последующего подъема». Первоначально я написал на 99-2005 годы программу. Ну и затем, значит, учитывая ее актуальность, взяли, расширили несколько, и Кабинет министров Республики Абхазия утвердил как план экономического развития республики на 2000-2010 годы. Ну, к плану социально-экономического была рыночная экономика, методологические принципы переходного периода в Республике Абхазия. Она в отрыве от той работы не может быть рассмотрена, поскольку здесь методология ее внедрения. Но я предполагал, что постоянно действующая комиссия будет работать по корректировке этих планов и так далее. Вот. И здесь главная примечательность этой работы в том заключается, что в ней указаны ряд проектов инвестиционных, которые подлежали внедрению. Ну, из-за блокады других объективных, субъективных условий, значит,
не всегда удавалось реализовать. Но сейчас, когда мы будем перерабатывать эту программу, я полагаю, что мы применим эту работу. Ну, значит, я вот с профессором Московского института управления Базникиным написал вместе учебное пособие по ценам и ценообразованию, рыночная экономика и ценообразование. Во время Отечественной войны народа Абхазии Олег Шамба был военным корреспондентом и руководителем русской службы Абхазского радио. За его материалы в радиоэфире в период войны он стал лауреатом премии Союза журналистов Абхазии за мужество и профессионализм. Радиовыступления Олега Шамба были продиктованы его искренним стремлением рассказать правду о том трудном времени, убедить радиослушателей в правоте защитников Абхазии, поколебать позиции своих прямых и потенциальных оппонентов. Свои передачи Олег Шамба строил на подлинных фактах, свидетельских показаниях и достоверной информации, получаемой из оккупированной территории. Олег Шамба вспоминает о работе Абхазского радио во время войны. В эфире звучал голос правды, и он большую роль сыграл в мобилизации населения, в контрпропаганде. 10 июня председатель марионеточного правительства Надарашвили, он сообщил о том, что в вестях официально, что десант абхазский, который высадился в Кингах, Ачевчинского района, уничтожено 600 человек. Буквально через 1,5 часа Нана Гангадзе сообщает, что число погибших достигло 1500 человек. А некоторое время спустя радио Республики Абхазия сообщает подробные новости о потерях грузин в этих боях, и что согласно приказа главнокомандующего Верховными вооруженными силами Абхазии Ардзинба, десант насчитывал 300 человек, они выполнили свою задачу и отошли от трассы. Это известие, естественно, всполошило парламентариев в Грузии. Они потребовали, чтобы распечатку так называемого гудаутского радио давали им, и чтобы они сами могли проследить и сопоставить о истинном положении дел на фронтах. Аналитические статьи, подготовленные Олегом Шамба, передавались по эфиру в чтении бывшего актера, а во время войны работавшего диктором Абхазского радио Владимира Никонова. Автор не мог читать по эфиру свои материалы, так как в оккупированном Сухуме оставались сестра, мать, и его выступления обязательно отразились бы на их судьбе. От 1000 радиослушателей Абхазского радио с оккупированной территории, особенно с Восточного фронта, поступали в редакцию письма, авторы которых благодарили Владимира Никонова за его содержательные выступления по радио, разоблачающие идеологию врага. Конечно, радиослушатели тогда еще не знали, что материалы для русской радиоредакции в основном писал Олег Багратович Шамба. Во время Отечественной войны народа Абхазии вы были военным корреспондентом Министерства обороны Абхазии. Как отразился этот период в вашей творческой деятельности, Олег Багратович? Как трудно несколькими словами целый период жизни, война отечественная. Но все мы работали тогда, едины были в порыве своем. Я с большим, это самые светлые дни моей жизни, я должен сказать. Вот. Выпустил тоже несколько книг на эту тему, вот, значит, со Светланой. Наш корреспондент из оккупированного Сухума сообщал. Да, 2 книжки. Потом вот вышла книжка моя «Летопись войны. Грузинские беженцы. Кто они?». Ну, старшее поколение помнит. Наш корреспондент из оккупированного Сухума сообщает передачи. Внимательнейшим образом слушали. Но 15 лет прошло, все это забывается. И вот мы сейчас в радиокомитете восстанавливаем эти записи. Я думаю, что они будут восстановлены. А вот эта книга состоит из фактологического материала. И значит, здесь очень много передач, которые мы во время войны вещали на большую территорию.
Вы знаете что? С Кировограда, это с Санкт-Петербурга, со всех концов наше радио тогда мощно очень было, слышно было. И отзывы большие были. Я вот хочу сказать, что с приходом Вани Сацба к руководству радио коренным образом качественно изменилось. Я был военным, потом он меня перевел в аппарат, говорит, ладно, ты будешь на передовую ездить. Вот. Очень работу большую. Потом мы работали на опережение. В чем заключается? То есть не только пропаганда, но и контрпропаганда. И вот только один пример приведу. Марк Рывкин снова садится в просак. Значит, по Аманде передача идет, и тогда небезызвестный политолог Марк Рывкин сообщил с радостью о том, что сбили самолет Су-25 абхазских сепаратистов. Сбили абхазцы, но летчик катапультировался в Балканце. И его катер подобрал, самочувствие его отличное. Но у нас тогда данные уже были. Буквально через 10 минут в эфире радио Республики Абхазия звучит передача. Передача звучит, так и называется. Марк Рывкин садится в ложу. И вот, значит, там мы прокомментировали этот факт. Только что, дорогие радиослушатели, вы услышали о том, что вот сбит самолет и самочувствие отличное. Мне бы искренне хотелось бы пожелать самому Марку Рывкину такое же самочувствие отличное, как полковника, летчика Балкладзе, труп которого всплыл в районе дома отдыха «Энергетика». Ну, вы представляете, в парламенте Грузии какую бучу подняли. Значит, потребовали расшифровку гудаутского радио для всех депутатов. То есть в центре внимания было. Нужно подчеркнуть, что Олег Багратович Шамба не только писал свои статьи, сидя в кабинете радиоредакции, но он бывал на передовой, беседовал с бойцами, брал интервью, раздавал книги, брошюры воинам. Бывали случаи, когда Олегу Шамба приходилось выступать в качестве политического обозревателя перед бойцами. Во время одной из таких встреч мне удалось снять выступление Олега Шамба на Эширском рубеже. Вроде перелом наступил с большими жертвами для нас, а это для нас, конечно же, большие жертвы. Каждый сын абхазского народа, наши братья Северного Кавказа, мы не можем сопоставлять это с теми жертвами, которые те несут. И поэтому могли бы вполне резонно сказать, что же это, город окружен, еще, казалось бы, один бросок, мы победу уже чувствовали, и вдруг, вот такой договор. Чем он вызван? То ли пораженческие настроения, то ли победа, нам надо радоваться и так далее. И у всех сколько людей, сколько и мнений. Я хочу вам ответить сразу же на этот вопрос конкретно. Потому что радио «Свобода», «Голос Америки», зарубежная информация, средства массовой информации бывшего СССР, СНГ. В центре внимания это договор. В чем же суть этого договора? Многие крупные обозреватели так говорят. Смысл этого подписанного договора заключается в том, что определен, кто виноват в этой войне. И действительно, два первых самых важных условия. Это что, какие? Первое. Прекращение огня, вывод оккупационных войск с территории Республики Абхазия. Последние месяцы войны Олег Шамба постоянно находился на передовой. Он приезжал в Гудауту только чтобы дать материал по эфиру абхазского радио и сразу же возвращался на фронт. Мне приходилось несколько раз брать интервью у Олега Шамба на передовой. Все эти месяцы шла большая подготовительная работа к освобождению города. И вот плацдарм для взятия города методично сокращается. Дело в том, что только тогда, когда мы поднялись на высоту и посмотрели сверху с высоты 5580 метров, мы поняли и вспомнили бедного Хварския, который всегда говорил, что высоты, вот действительно стратегия в войне. И это действительно на сегодняшний день преобладание нашими высотами, это успех взятия Сухуми.
Так же, как во время войны, Олег Шамба находился в гуще событий и в Кадурском ущелье в 2001 году. У нас очень важный этап в жизни нашей республики. Все вы знаете, какие сложные процессы проистекают. Можно сказать, что судьбоносный момент нашей республики. Я хочу, чтобы мы были едины. Я хочу, чтобы все ученые были дружны, радовались успеху другого ученого, не завидовали никому. Зависть вообще разрушает организм человеческий, вы понимаете? Я хотел бы оживления во всех сферах науки, в университете, в академии, с тем, чтобы мы на качественно новый этап перешли. То есть я убежден, что надо выходить, много трудов у нас есть актуальные на английском языке, на немецком, другом языках, чтобы работы наши читали во всем мире. И тогда роль и значимость наших ученых возрастет. И вместе с тем та лепта, которую должны внести наши ученые.